Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня я нахожусь вновь в одном из самых таких, знаете, популярных фитнес-залов нашей столицы. Это Свикир. И сегодня я хочу вас познакомить с такими направлениями в фитнесе, как, внимание, аэрострейчинг. Для чего, для кого подходит, какой эффект вы узнаете сегодня. Но и второе направление – это система силовых нагрузок ТКД. Что это такое, узнаем сегодня. Ну и нас уже ждут девочки, пойдемте знакомиться. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, дорогие друзья, знакомьтесь, это у нас инструктор по аэрострейчингу и ТКД, это Саина. Саина, здравствуйте. Здравствуйте. Саина, расскажите, пожалуйста, что же такое аэрострейчинг? Все-таки для начала это направление обсудим. Так, аэрострейчинг – это у нас, получается, идет сенсорное направление, смесь аэро-йоги и стрейчинга. У нас идет растяжка практически всех групп мышц с использованием наших гамаков. Вот те самые гамаки, да. Давайте расскажем о них поподробнее, пока покажите, как они визуально выглядят. Так. И вообще, из чего они состоят? Гамаки у нас состоят наполовину из нейлона, также из полиэстера. Так. Гамак у нас, получается, тянется в ширину, в длину он у нас никак не опускается вниз. Он у нас состоит наполовину из нейлона, также из полиэстера. Он у нас растягивается в ширину, длина у нас не тянется, дабы чтобы мы с вами на полу не оказались. На полу не оказались лбом в пол, чтобы не падали. Да. Вот, выдерживает, мы обычно наших клиентов говорим, что максимум до 150 килограмм. Конечно, максимум. Так, хорошо, Саина. Ну и, конечно, давайте поговорим о пользе этого вида фитнеса, да. Дорогие друзья, мы неспроста сегодня решили испытать на себе именно аэрострейчинг, потому что многие, Саина, его боятся. Ну вот действительно, это ошибочное мнение, что вот он как-то опасен для здоровья. А многие еще думают, знаешь что, Саина, что стрейчингом занимаются только гибкие люди, у которых растяжка присутствует, и ноги-то, и руки тянутся. Как раз-таки многие этого и боятся, то что вот для того, чтобы прийти на занятия, не обязательно быть хорошо растянутым, иметь хорошую гибкость. Как раз-таки для этого и девочки мои ходят на занятия, чтобы как раз-таки протянуть свои, к примеру, заветные свои шпагаты и так далее. То есть реально, если человек не умеет в жизни сидеть на шпагате, здесь он может сесть? Конечно. Да, и примерно через сколько, через какой период времени? Вот как раз-таки один из самых таких часто задаваемых вопросов. На самом деле растяжка – это довольно-таки длительный процесс. Не стоит никуда торопиться, и у каждого все индивидуально. Это также зависит от генетически, и от того, как вы часто, как вы регулярно занимаетесь, и как вы осознанно тянетесь. Да, хорошо, вот вы сказали о том, что в принципе 150 килограмм здесь могут. А есть ли минимальный вес или нет? Да, без разницы. Без разницы. Конечно. То есть можно и худеньким, да? Конечно. Нормально. Хорошо, по здоровью есть какие-либо ограничения? Ограничения, конечно, есть. Все виды глаукомы, гипертония, повышенное, пониженное давление и, все. И все. Да. Ну, то есть самый главный эффект – это растяжка. Растяжка и также вытяжение нашего позвоночника. Итак, дорогие друзья, если у вас проблемы с позвоночником, ну, допустим, да, если побаливает спина, то, в принципе, аэрострейчинг для вас показан, да? Да. Хорошо. Ну и, значит, давай немножечко уже попробуем на себе этот вид фитнеса. Если честно, я это видела лишь на картинках, но сегодня я здесь именно для того, чтобы испытать это на себе. Да, конечно. Так, давайте мы с вами начнем, немножко поработаем со спиной, ножки поставим на ширине плеч, ручки также на ширине плеч, ладошками вниз. Мы делаем глубокий вдох и прямой спинкой опускаемся вперед, таз располагается ровно над пяточками, выдох. Локти тянем, при этом взгляд у нас направлен точно вниз. Вот это у меня получается. Вот так, грудную клетку продавливаем в пол максимально. То есть мы с вами смотрим не вперед, а вниз, потому что мы стараемся шею не заламывать, потому что шея у нас продолжение позвоночника. Ой, это не так легко, товарищи. У меня прям очень сильно все прогибается. И конечно, не как у Саины у меня спина прогнута, но... еще раз. Конечно, у меня не как у Саины спина вот практически к полу, да,
приземлилась, но я, в принципе, все чувствую, товарищи. Да нет. И что, и как так долго висеть-то, Саида? Так мы с вами задержимся где-то на 5 счетов. И также подкручиваем крестец под себя и круглая спинка, позвонок за позвонком, и вырастаем вверх. Ой, Хорошо. что-то уже все тут почему-то болит. Можем еще раз повторить, делаем еще раз глубокий вдох. Еще раз. И опускаемся вперед и выдох. Хорошо, хорошенечко продавливаем грудную клетку А в вы пол. без костей, да, Саида? Все на месте. Все на месте? Крестец также подкручиваем вверх копчиком, чтобы у нас протягивалась вся задняя поверхность ног. И икроножные мышцы чувствуем, и Да, подколенные сухожилия. Да, тянет. Хорошо, и поднимаемся вверх. Ой, вся Хорошо. спина чувствуется. Хорошо. Далее давайте проработаем немножко плечики, ручки раскрываем в стороны. Ага. Контролируем расстояние между рук самостоятельно. Чем ближе, тем сложнее будет, чем дальше, тем легче. Ой, еще с вами- подальше тогда сделаю. Вот так сделаю я. Мы с вами просто проворачиваем плечики назад. Раз. Хорошо. И стараемся работать без асимметрии. И 2. Хорошо. И еще. 3. Это не так сложно. 4. Да. И 5. Прорабатываем плечевой пояс. 6. 7. А как давно появилось И это направление у нас в 8. Якутске? Саида? У нас в Якутске лично я до этого проводила занятия по аэро-йоге. И вот буквально года 2 назад только-только у нас в Якутске и открылись вот эти вот направления аэрострейчинг. То есть аэро-йога и аэрострейчинг – это разные вещи? Это разные вещи. Аэро-йога, она в основном основана именно на релаксе, что-то в этом роде. Духовная составляющая, да? А аэрострейчинг, это у нас будет именно также, конечно же, релакс у нас также все присутствует, но и упор также идет на растяжение всех групп мышц. Отлично. Так, и как часто надо заниматься вот таким видом деятельности? Для начала можно начать с 2 в неделю, и далее уже можно увеличить до 3. Хорошо. Ну, продолжаем. Самое оптимальное. Да, мы продолжаем. Уже хочется уже тех самых трюков. Так, давайте тогда мы с вами переводим гамак назад. Хорошо. Мы с вами сейчас попробуем перейти в перевернутую асану, в перевернутую позу. Не страшно? Почти нет. Почти нет. Хорошо. Так, мы с вами натягиваем гамак на копчик, да, на поясницу. Ягодицы у нас с вами открыты. Я слегка отступаю назад. Сначала смотрим, только потом повторяем. Хорошо, буду ходить, вам помогать. Я напрягаю пресс, держу свой кор, ножки раскрываю максимально в стороны, ручки вытягиваем вверх, и я свожу стопы, обхватываю гамак с внешней стороны. Стопы смотрят друг на друга, ручки я раскрываю в стороны и ладошками вверх. Мы с вами так провисаем. Когда мы с вами будем сходить, я смотрю на живот, делаю хват под коленками, за гамак под коленками, ножки раскрываю и одновременно подтягиваю. А что это движение делает? Во время нашего Перевертывание? Да, во время нашего когда мы с вами будем находиться в перевернутом положении, у нас с вами вытягиваются межпозвоночные диски, вытягивается весь позвоночник, идет приток крови к головному мозгу, тем самым он у нас обогащается кислородом. Вот так вот. Так, ну что? Давайте пробовать. Опускаем. Да, натягиваем на крестец, на копчик, да, напрягаем пресс, ягодицы открыты. А что может пойти не так здесь? Смотрите, если вы сядете ягодицами полностью на гамак, вы можете, не дай бог, провалиться вниз в пол. Чтобы этого не было, внимательно слушаем тренера. Да. Вот. Смотрим, натягиваем, и мы с вами обхватываем гамак обязательно с внешней... Ой! Я боюсь пнуть. Так, натягиваем гамак, и мы обхватываем с внешней стороны, ни в коем случае не с внутренней. Хорошо? Обхватываем с внешней, ручками постепенно стекаем по гамаку вниз. И ручки раскрываем в стороны, ладошками вверх. Давайте пробовать. О боже. О боже. Давай. Так, упала. Нет, не падаем. Напрягаем упор, держим. Вот, хорошо. Ножки раскрываем в стороны. Не могу. Давай, Подождите. я помогу. Так, давайте. Она не должна уходить? Уходить должна от меня? Вот видите? Нет, она должна оставаться вот именно в этом вот. В этом. Давай, держи меня. Хорошо. И раскрывай ножки. Куда? В сторону. Вот так. И? Коленочки шире, шире, шире. Вот так. Стопы друг на друга. Стопы друг Подождите, на друга. а ручки ты говорила так?
А что дальше-то делать? Опускай, все, делаем глубокий вдох и выдох. Это хорошо, а как теперь выйти из этой позы? Это вообще что-то невероятное. Потихонечку. А Ножки, еще- давай, стопы смотрят друг на друга, коленочки Я в что делаю? стороны. Выхожу из этой позы? Нет, расслабляйся. Куда? Как Делай расслабиться? глубокий вдох и выдох. Все, стопы друг на друга, давай соединяем. Ножки, нет, коленочки в стороны. Ножки сгибай просто, ножки согни. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне, стопы друг на друга. Как в бабочку. Ножки в бабочку собирала? Нет! Нет? Хорошо. В принципе, можешь остаться в этом положении. До конца эфира, да? Вот так. Хорошо. В общем-то, что-то должно тянуться здесь, да? У нас с вами вытягиваются межпозвоночные Ну диски. что, дорогие друзья, вот так, вверх головой, а вниз головой я еще ни разу эфир не вела. Ну, в общем-то, вот он, весь аэрострейчинг практически. Ой, тяжеловато. Так, хорошо. Аккуратненько сходим, ножки раскрываем одновременно. Все. Как самочувствие? Нормально? Отлично. Так, а почему девочки не делают? Уже получилось? Вот Давайте. вы знаете, я-то сделала, но я не видела, чтобы это сделали девочки. Ну-ка, девочки, покажите. На что Оттягиваем, ну-ка. ягодицы открыты. Они умеют все делать, эти девочки. Смотрите-ка. Ножки шире, коленочки. Вот, обхват с внешней стороны. Вот, все, красота. Стопы смотрят друг на друга, соединяй стопы. Хорошо. Вот так, смотри, о чем я говорила. Стопы чтобы стопы не напрягались. Ты прямо обхватила гамак, потому что тебе было страшно немножко. Да, ручки раскрывай в стороны. Хорошо, чтобы ручками не отталкиваться от пола, ладошками вверх. Шея у нас расслаблена. И вот в этом положении вытягивается позвоночник. Да, конечно. И многие говорят, что с возрастом у них органы начинают опускаться вниз. Как раз таки, когда мы с вами переворачиваемся, они у нас как бы встают на свои места. У меня, кажется, давление поднялось. Это нормально, да? Аккуратненько, да, Это конечно. типа кровь сюда ушла у меня. Да. С ума Иногда сойти. даже могут конечности немножко онеметь, можно немножко проработать их. Но это норма. Это нормально, да. Хорошо. Давай еще Аккуратненько одно сходим. какое-нибудь движение. Ножки раскрывай и подтягивайся вверх. Знаете, вообще, если честно, это вот напоминает какие-то такие качели, это даже какое-то такое немножко... Не, нормально. Ой, я испугалась. Так, хорошо. Еще что, Саина? Хорошо. Так, тогда что-нибудь посложнее попробуем, да? Да. Или- Конечно. Так, смотрим. Следующее упражнение. Я раскрываю гамак полностью. Также пока что можете не делать, не садиться, потому что видно, возможно, не будет. Хорошо. Я натягиваю гамак и полностью ложусь на него. Подтягиваю ножки к себе. Легла. Следим за тем, чтобы у нас плечики были закрыты, потому что это будет нашей опорой. Я закрываю плечи, закрываю стопы, ножки у меня, вот смотрите, закрыты. Далее, ладошки у меня смотрят назад. Большими пальчиками упираю за краешки гамака, сделала хват и скрутила вовнутрь. Далее смотрим. Я поднимаю ножки вверх и перехожу в перевернутую асану. Потихонечку на выдохе я продавливаю таз вниз. Хорошо. Когда мы будем сходить, я подтягиваю таз вверх и головой в сторону колен. Все Вернулась это, дорогие друзья, очень красиво выглядит, но мы же понимаем, что это может сделать, в принципе, человек обыкновенный, Конечно. неопытный, как вы. То есть это реально, Но сейчас на опыте это и проверим, да? как Так, доказательство. хорошо, мы садимся. Мы садимся полностью, ложимся на гамак. Вот это вообще самое... Ой, что меня так пошатнуло. Давай, ножки клади на гамак. Подожди, не упаду? Нет, не упадешь. И отталкивайся, ложись полностью. Ложусь. Ага, еще ножки ближе к себе, подтянись выше. Вот, смотри, сколько у тебя еще места есть. Тебе надо так, чтобы голова у тебя была на вылете. Закрыты должны быть только плечи. Подождите-ка. Хорошо. Ну, в принципе, здесь... Корпус чуть-чуть давай левее. Проверим. Левее. Вот Да. так. Ой, мамочки. Все, плечики Да, закрыты. Так, закрыли. Вспоминаем, ладошки, да, смотрят назад, нет. Вот, большими пальчиками упираемся, хват и скрутили вовнутрь. Скрутили Вот так. Вот это вот будет твоей опорой, хорошо? Да, опора есть. Делаем глубокий вдох, хорошо, и выдох. Поднимаем ножки вверх, Куда? вверх, поднимай, вот. И теперь ножки проворачиваешь А как я там назад. окажусь? Все будет хорошо, давай. И выдох, пробуй. Мамочки. Еще сильнее можешь набрать. Вот, красота. И чё дальше? И потихонечку вытягивай корпус мама ровно мия! параллельно полу, коленочки прямые и таз ниже. Так, вот так. У нас с вами прогибается
Идет С ума растяжение сойти! в пояснице. Оператор, вам нужно это снять обязательно. Плечики Это можно? действительно испытано на себе, дорогие друзья. В принципе, это не тяжело. Я вот не ощущаю нигде особой тяжести, ну, если только давление в голове, да. А так-то я могу. Посмотрите, дорогие друзья, это просто сумасшествие, да. Это реально испытано на себе. Так, хорошо, и здесь, в этом положении, я что? И ты у меня? должна таз продавить вниз, чтобы ощутить натяжение в поясничном отделе. Чувствуешь? Чувствую. Вот. Так, почему девочки не делают? Сделали? Я все за Пробуем? девочками наблюдаю. Хорошо. Так, давайте таз поднимаем вверх, головой в сторону колен, переворачиваемся обратно. Вот так. Как самочувствие? Ой, практически идеально. Ой, ну если честно, дорогие друзья, ну я же должна поделиться эмоциями. Конечно, страшно. Для начала это страшно. Но когда ты выполняешь это упражнение, ты понимаешь, насколько это приятное ощущение для тела. Потому что действительно позвоночник, он вот просто как-то так, знаете, натягивается, но при этом это все в таком, знаете, в релаксе в каком-то. Нет такого напряжения на теле, да? Но теперь я бы хотела посмотреть, как это делают девочки. Попробуем. Попробуем, девочки. Вспоминаем, натягиваем ближний краешек гамака, полностью ложимся. Хорошо. Корпус вниз, ножки закрываем. Должны быть закрыты и стопы, и плечики. Вот так, еще выше можешь подняться. Все. Хорошенечко давай закроем еще. Ножки чуть-чуть правее, перемести. Чуть правее. Вот так, хорошо. Стоп, ждем. Да, и скрутили вовнутрь. Сейчас хорошенечко стопы закроем. Вот так. Так, давай ножки вверх. Ага, и переведи вес на плечики. Еще, давай. Вот, Давай. Вот, все, молодец. Первый раз же, да, у нас с тобой? Все, пока повиси. Можно немножко покачаться даже. Вот так. Заина, а вообще вот сколько примерно упражнений в аэростретчинге, ну вот таких основных, базовых, которые вы делаете за одну тренировку? За одну тренировку у нас получается с гамаком прорабатываем весь плечевой пояс, поясницу, хорошенечко прогреваем все тело, растягиваем заднюю поверхность бедра, переднюю поверхность бедра, и только потом мы с вами переходим к различным перевернутым положениям. И ну, у нас их, конечно, достаточно много. Вот, но мы стараемся сразу все в одно занятие не вводить, чтобы как бы сильно не уставать. Вот так. Все равно ручки немножко постоянно находятся в напряжении, нужно отдыхать. Хорошо. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с одним из видов направления в фитнесе, это аэростретчинг. Ну, здесь, как мы уже говорили, все понятно, аэровоздух, стретчинг, растяжка, то есть с помощью таких воздушных упражнений мы пытаемся растянуть свой позвоночник, да и, в принципе, все свое тело. Но мы уже немножечко познакомились с этим видом фитнеса. Но, а вообще, если сказать, вот самое популярное упражнение у ваших воспитанниц? Так, одно из самых излюбленных упражнений моих клиенток, которые чаще всего работают именно в офисах, сидячий образ жизни, это, так, давайте мы с вами опустимся вниз на коленочки. Хват мы с вами делаем снутри, ручки идут под гамак, хват снутри, хорошо. Ручки стекают по гамаку, и ручки, пальчики собираем в замочек такой вот так. Давайте опускаем таз вниз, делаем глубокий вдох и опускаемся животиком вперед, выдох, хорошо. Голову опустили вниз. Здесь у нас с вами протягивается весь плечевой пояс. И мы с вами, в частности, когда растягиваемся, гнемся именно в поясничном отделе. А вот в грудном отделе у нас такого прогиба такового нет. И за счет этого упражнения, так, давайте поднимаем таз вверх, вдох. И вес перенесли на грудную клетку, выдох. Почувствовали? Вот так. Все чувствуется. Потихонечку работаем по своим ощущениям. Ой, мамочки. Теперь стопы поставили, давайте на полупальцы, вот. Таз уводим назад, коленочки отрываем от пола. И на выдохе пяточки в пол, коленочки дотягиваем, вот так. Чувствуем икроножные мышцы, подколенные. Гнемся в грудном отделе, стараемся в пояснице сильно не прогибаться. И также круглой спинкой подтягиваемся вверх, вот Так, ну что, друзья, вы знаете, вроде бы такое короткое упражнение, но
Растянулось все, то есть Всё. вот здесь прям чувствуется все, вся спина потянула. Прям до Задняя пяточек. часть бедра просто вообще нереально, хотя вроде бы ничего особенного, да? Да. Вот так вот. А у меня такой вопрос появился, пока я здесь тянулась. Мужчины ходят на аэрострейч? Да, конечно, мужчины ходят, потому что как раз-таки вот спортсмены к нам в частности ходят после силовых упражнений, когда мышцы у них забиваются, нужно обязательно их хорошенечко протягивать. То есть мужчины, берем на заметку, если Да. вдруг хотите растянуться, пожалуйста, аэрострейчинг для вас тоже. На индивидуальные занятия. Пожалуйста. Так, хорошо. Ну и еще одно движение, которое, допустим, ну, может сделать самый там неопытный. Неопытный. Так, давайте попробуем положить правую ножку на гамак, пяточка, полупальчик на вылете. Хорошо. Подтянули стопу к себе, хват сверху. Теперь смотрим. Я подтягиваю корпус вверх, коленочки раскрываю в стороны, стопы смотрят друг на друга и садимся мы с вами так в бабочку. Да. Попробуем. Бабочка. Зачем нужна эта бабочка? У меня вопрос сразу. Для раскрытия тазобедренного сустава, для прорабатывания. Это, наверное, очень полезно для Конечно. женщин, Да. да? Так, раскрываем тазобедренный сустав. Итак, поехали. И потянулись вверх, коленочки в стороны, за гамак. Вот так, стопы друг на друга. Вот так. Хорошо. Ой, ничего себе. Ага. Ой. Аида, коленочки сзади, вот так. Девочки, Коленочки за гамак. Ага. Еще раз давай с у тобой нас одна попробуем. бабочка вот там только не получилась. Давай еще раз попробуем. Помогите нашей бабочке. Давай, стопу правую кладем. Гамак смотри, жгутик собери, пяточка, полупальчик на вылете. Давай. Вот, хорошо. Теперь смотри, у меня правое колено идет сразу за гамак. Вот так. И левую ножку тоже самое кладешь. Сейчас я к тебе подойду. Вот, все. Есть четвертая Хорошо. бабочка. Так, сидим, ждем меня. Потихонечку вышагиваем правым локтем и левым вперед. Уже давно хотелось это сделать. Хорошо. Теперь делаем глубокий вдох. Стараемся расслабить плечики. Находим баланс и потихонечку можно раскрывать ручки в стороны ладошками вверх. Если страшно, можно, конечно, продолжать держаться, начать сначала с одной ручки, потом со второй. Ну да. Все. Потихоньку шатает. Да. Шатает немножко, да. Ручки можно расположить на бедра. И так вы висите сколько минут? Где-то примерно по 5 циклов дыхания. Один цикл дыхания – это один глубокий вдох и выдох. А вот то самое упражнение вниз головой, как можно долго висеть? Ну, среди ваших, допустим, воспитанниц. Лично вот мои клиентки иногда могут провисеть так примерно 4-5 минут точно. что, вот Но больше им не разрешаю. Сразу сходим. Вот так. Хорошо, поза бабочки уже практически Хорошо. мне, знаете, уже не приносит удовольствия, потому что затекают ноги. Ноги, да. Как Делаем выходим? хват. Вытягиваем ножки вперед, таз вниз. И опускаем левую ножку. Так мы с вами можем продолжать прорабатывать заднюю поверхность бедра правой ножки. Вот это вот очень приятное Да. ощущение. Давайте правую ножку, пяточку выносим вперед. Опа, Вот так. Держим корпус прямо, таз ровно над пяточкой, опорное колено смотрит прямо. Попробуем сократить стопу, носочек тянем на себя. Вот так. Можно сделать хват за гамак, глубокий вдох. И корпус подаем вперед, таз стоит на месте. Выдох, хорошо. Животиком тянемся к передней поверхности бедра, подбородком к полупальцу. Вот так, хорошо. Так, давайте мы с вами попробуем вытянуть носок. Поменялось ощущение? Корпус вперед опускаем. Ага. И теперь попробуй сократить стопу. Вот так. Вот тут еще больше. Подколенные сухожилия, икроножные мышцы. Вроде Сильнее, бы просто да. носочек опустил, да, а уже такая растяжка. Идет сокращение. Хорошо. И на эту ногу хочется почему-то сделать Давай. автоматически. Сейчас протянем. Так. Итак, носочек тянем вперед, делаем вдох и опускаем корпус вперед, выдох, животиком вниз. Хорошо. Попробовали сократить стопу. Вот, икроножные. Очень тянем. Да. И вытягиваем носочек. Хорошо.
Подняли корпус, ручками вытягиваемся вверх, опорное колено смотрит вперед, не выворотно, вот так. Делаем глубокий вдох и на выдохе вес переносим вперед, выдох, протягиваем наши продольные шпагаты. Вы Вот. хотите посадить на шпагат меня? Конечно. Это очень страшно. Ну, в принципе, здесь же я контролирую сама себя, да? Вы сами себя контролируете, никто на вас не давит. Осознанно за счет своего веса потихонечку продавливаете. Коленочки обязательно тянем и подтягиваемся обратно. Вот, хорошо. Вот так потихонечку, потихонечку. Конечно. Я думаю, через такие 10 занятий можно и сесть на шпагат, да, дорогие? Очень. Да. Прям все тянет вообще. И самое интересное, что ты можешь сама себя вовремя остановить, да? Да, То есть конечно. Чуть больно стало, остановила. Все, немножко передохнула, стопу немножко размяла и продолжаем дальше. Вот так вот. Все. А покажите ваш шпагат. С гамаком? Да. Давайте. Опускаемся Вот вниз. так, дорогие друзья. Хотите такой шпагат? Идите на аэрострейчинг. Ну-ка, еще раз, давай, покажем всю Давайте. красоту. И давайте Давай, еще да? с прогибом. Мне кажется, она все-таки без костей. Знаете, в такие моменты я начинаю завидовать. Ну, хорошей такой завистью, что вот есть вот такие девушки, такие пластичные, но на то она и фитнес-инструктор, дорогие друзья. Так, ну вот такие замечательные упражнения. А завершаете всю тренировку чем? Каким релаксом? Так, обычно мы раскрываем гамак, полностью ложимся, голова располагается также на гамаке, включаем мантру и расслабляемся. Поехали. Давайте. Переходим вперед, раскрыли гамак максимально. Мгм. Натягиваем ближний краешек гамака на ягодицы, потихонечку садимся, вот так. Мгм. Стопы подтянули на гамак, сзади раскрыли ткань, полностью ложимся и вытягиваемся во весь рост, коленочки вытягиваем. Вот так. Такое ощущение, как будто бы ты в коконе. Вот так, ручки можно опустить. Очень хороший вид фитнеса. Здесь и бабочкой можно побыть, и в коконе полежать. Как самочувствие, нормально? Лежу и раздумываю, почему я раньше не ходила на аэрострейчинг. Уже бы сидела на шпагате, уже бы могла висеть вниз головой по 4 минуты. А я вот все работаю телеведущей. Знаете, прекрасное ощущение, когда вроде бы после тяжелой физической нагрузки надо бы устать и бежать домой, а здесь ты просто лежишь в полумраке. Кстати говоря, чем занимаются там мои девочки, я совсем не знаю. Надо бы пойти, наверное, их проверить. Так, ну, тренер сидит за сидит. Посмотрим, что у нас тут делают девочки. Одна есть. Одна, товарищи, она уснула. Ну, видимо, хорошо позанималась, спит. Но пока она отдыхает, дорогие друзья, самое время перейти в следующий зал, где мы с вами узнаем, что же такое система силовых нагрузок ТКД. Это совершенно другой вид фитнеса. Для кого он предназначен и какой будет эффект буквально там через месяц, мы узнаем прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Итак, дорогие друзья, мы сменили зал в фитнес-клубе «Свекир», потому что прямо сейчас мы с вами познакомимся с системой силовых нагрузок ТКД. Но для начала нам рассказала Саина, инструктор, о том, что нам необходимо сделать разминочку, да? Да. То есть вот чем мы, собственно, и занимаемся. Хорошо, продолжаем работать. Суставная гимнастика. Работаем вперед. Все, что крутится, крутим. Все, что вертится, вертим, так скажем. Ага, кисти назад. И поехали корпусом в правую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь разворот за ручкой. 5, спина прямая. 6, вот так. 7, 8. Пробуемся ручкой. Пробуем ручкой достать до пола. 5, 6, 7, 8. И потихонечку подтягиваем. Хорошо, в другую сторону. И раз, два, три, 4. Разворот за рукой. 5, 6, спина прямая. 7,
8 и в пол. Раз, два, три, 4 и приподнимаемся вверх. 6, Хорошо. 7. Итак, девочки, расскажите, пожалуйста, мне и нашим телезрителям, что же такое ТКД? Потому что, ну, помимо того, что система силовых нагрузок, наверное, есть еще и какая-то составляющая другая, да? То есть это, наверное, ну, я не знаю, вообще аббревиатура-то как-то расшифровывается? ТКД у нас никак не расшифровывается. Это у нас авторская программа нашей владелицы фитнес-клуба «Свикир» Светланы Кирилловны. Так. То есть, а направление-то какое? Что? ТКД? Что это? Это танцы, это растяжка, это, что, я не знаю, качалка, что это? ТКД – это у нас силовые упражнения. Упор идет именно на ягодичные мышцы и на пресс. Это те самые проблемные зоны многих наших девочек и мальчиков. Как обычно все говорят, хочу большую попу и хочу плоский живот. Вот это, то есть для тех подходит система ТКД. Да. Хорошо, ну давайте знакомиться с ней поближе. Так, давайте мы с вами начнем с классических приседов. Ножки ставим чуть шире ширины плеч. Опускаемся в присед, таз уводим назад. Коленочки сгибаем, колени не выходят за пределы полупальцев. Хорошо, корпус вниз не заваливаем, спинку держим прямо. И на выдохе поднимаемся вверх, таз слегка подаем вперед и сжимаем ягодицы максимально. Вот так, и поехали. Раз, вес на пятки. И на выдохе вверх. И 2. Выдох, хорошо. И 3. Выдох. И 4. Выдох, хорошо. В основном для тех, вот для моих продвинутых клиенток, им обычные приседы, этого для них недостаточно. Обычно мы используем дополнительный вес, это бывает или диск, или же мешки. Диск у нас весом 5 килограмм и максимум мешки, это 10 килограмм. В основном мы работаем со своим весом. Обычно моим клиенткам, которые уже давно занимаются, этого бывает не хватает, поэтому они берут дополнительный вес, это бывает или диск 5 килограмм где-то примерно, или же мешки максимум 10 килограмм. Ну, давай тогда, Сейн, попробуем. Кому-то мешок, а кому-то диск, а кому-то со своим весом. Да, давайте. И немножечко сравним по, так сказать, испытаем это на себе в разных таких весах, да, и кому будет тяжелее. Интересно, что Так. достанется мне. Итак, дорогие друзья, мы изучаем правильные приседания. Я выбрала диск, это правильно называется, да. У моей соседки мешок, и у моей соседки слева у нее гантельки. Ну, посмотрим, кому будет легче и кто вообще это сделает правильно. Испытаем на себе. Так, самое главное соблюдать технику. Помним, ножки ставим чуть шире ширины плеч. Держим диск, как тебе удобно. Можешь обхватить, можно просто держать снизу. Поехали, таз уводим назад, раз. И выдох. Хорошо, ягодицы наверху сжимаем, 2. И выдох, корпус сильно вниз не опускай, 3. Поясница не пригибайся. Ну, это не так 4. Хорошо, и 5, молодцы. Мне кажется, сложнее всего 6. девушки, которые Выдох. находятся позади меня. У И нее 7. прям мешок. А у меня сколько килограмм, Сейн? 5 килограмм. Ой, всего ничего. Для да? начинающих мы 10 килограмм не даем, начинаем со своим весом, только со своим. А вот 2 гантельки это сколько? Это у нас 1 килограмм будет. 1 килограмм. Да? Теперь все понятно, кому легче. У нее 1 килограмм и все. Ну и тяжелее всего человеку опытному. У нее 10 килограмм на плечах. Но это что касается именно приседаний, да? Да. Еще в ТКД на что упор делают? Упор идет именно на мышцы живота, именно на пресс. Ну, давайте, удивите. Давайте. Испытано на себе. Как уже сказала наш инструктор Саина, что ТКД – это в принципе система всеми известных упражнений, то есть это присед, это пресс, но главное это делать в определенном количестве и в качестве. Да? Вот здесь, Саин, у меня возникает вопрос. Вот мы сидим на ковриках, да, и в принципе упражнения с прессом. Такое ощущение, что пресс могут делать все, по сути, да, и скручивания те же самые, и все. Вот по системе ТКД это тоже верное утверждение или нет? Так, у многих, конечно же, бывают различные проблемы со здоровьем, где-то у кого-то нерв где-то защемляется, там, к примеру, у кого-то межреберная невралгия, и мы, конечно же, подбираем каждому клиенту альтернативные упражнения. Поэтому и мы, тренера нашего фитнес-клуба, мы стараемся набирать группы именно с ограниченным количеством мест, чтобы мы могли подходить к каждому клиенту, спрашивать, как самочувствие, и подбирать как раз-таки вот, что я сказала. Ну, то есть ты говоришь о том, что не каждый может качать пресс, да? То есть нужно сначала посмотреть, да? Ну, допустим, если у меня защемило нерв, допустим, Попробовать надо. да?
Что, тогда мне вообще пресс нельзя качать? Нет, мы находим вам альтернативу, даем другое упражнение, там, где прорабатываются все те же мышцы, только другим способом, с другим подходом. Ну и тогда давайте немножечко поработаем с нашим прессом. Так. Мы с вами ручки располагаем сзади, ножки приподнимаем вверх, стопы сокращаем. Бедра мы с вами располагаем именно в диагонали, то есть мы не держим угол 90 градусов, слегка вытягиваем ножки. Поочередно вытягиваем правую ножку раз, пяточка пола не касается. Хорошо, и 2 подтянули. И еще 3, 4, 5, 6, стопы еще сокращай, 7, носочки на себя. И 8. Хорошо, пробуем вытянуть ножки вперед, раз, ножки ниже, держим 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, отдыхай. Сделала вид, что я все 10 секунд просидела, конечно, но это очень, очень тяжело. Так, хорошо. Так, Запоминаем, дорогие друзья. Ну, в общем, в принципе-то можете просмотреть нашу программу еще раз. И такое упражнение можно сделать и дома, знаете. И, в принципе, эффект почувствуете сразу. так, вот, к примеру, насчет альтернативы, то, что я вам до этого говорила, многие не могут выполнять различные скручивания. Чтобы прорабатывали все те же упражнения, мы находим альтернативу. Давайте мы с вами ложимся полностью на спину. Вот так, хорошо. Ручки мы с вами убираем за голову. На выдохе отрываем от пола плечики, лопатки. Правым локтем стараемся достать до левой коленки. На выдохе и опускаемся вниз. И 2, напрягается верхний пресс, хорошо. И 3, выдох. И 4. И 5. И 6. И 7. 8. 9 и 10. Хорошо, для асимметрии можем также повторить с другой стороны. Продолжаем. И 1. И 2. Смотрю. И 3. Лопатки еще выше. И 4. На выдохе напрягай верхний пресс. Вот. И 5. Стараемся доставать до колена. И 6. И 7. На выдохе. Вот, хорошо. И 8 еще. И 9. И последние 10. Хорошо. А у меня вот такой вопрос. Вот вы сказали о том, что ТКД, да, это вот в основном работа с прессом и с ягодицами. И что целый час работаете только на группу мышц на прессе и на ягодицах. Целый час? Обычно по понедельникам я даю упор на ягодичные мышцы, также на ножки включаю. В среду мы прорабатываем мышцы живота и спины, потому что мы должны с вами закачивать кор, мышцы живота и спины, чтобы поддерживать нашу осанку. И по пятницам я, к примеру, даю упражнения именно на все тело, то есть и на пресс, и на ягодицы, и на ножки, и на ручки. Многие забывают про руки как раз таки. Хорошо. Ну и я так понимаю, что в принципе ТКТ это, наверное, тот самый фитнес, да, вот в общем его понятие, да, это вот силовые нагрузки, правильно? Просто по какой-то определенной системе, которая известна только вам. Да. По сути, то есть такой фирменный секрет, да? Хорошо. Ну и теперь еще вот хотелось бы узнать, да, в вашем фитнес-клубе достаточно много направлений, да? Ну вот больше всего девушек на какое направление ходят? Мне кажется, лично мне, что практически на все направления ходят. На все? На все. Ну, то есть... Для каждого свое. Кто-то любит кардио, кто-то любит силовые, кто-то любит именно спокойные занятия, к примеру, стрейчинг, аэрострейчинг, без никакой нагрузки на суставы, без никаких кардио и так далее. Кто-то любит танцевать. Кто-то любит танцевать, Тогда да. вперед на зумбу, да? Ну а вообще, а вы сама как давно работаете инструктором? И просто интересно. И вообще далека ли вы были от спорта до этого? Так, я в фитнес-клубе с Вики работаю уже 2-й год. Сама я хореограф, с самого детства я занимаюсь танцами. Вот. И также у меня было дело с художественной гимнастикой, так, немножко. Поэтому меня потянуло именно на направление стрейчинг, аэрострейчинг. Действительно, ну, странно было бы, если бы вдруг хореограф, да, и был бы у нас, допустим, силовиком вдруг, да, ну, маловероятно, поэтому стретчинг прям ваша душа, да. Ну что, дорогие друзья, вот на такой замечательной ноте мы завершаем наш эфир. Сегодня на себе мы испытали многое, эмоций была масса, поэтому мы вам советуем
Занимайтесь спортом, дорогие друзья. Главное, пробуйте и найдите свое направление, а их у нас множество. До новых встреч! Испытано на себе.